признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 30 пункта В части 7 204 УК, назначить наказание лишения в виде штрафа в размере 3 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административных, хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления сроком на 3 года. В соответствии с частью 5 статьи 72 УК РФ, учитывая срок содержания под стражей и под домашним арестом с 7 октября 2015 года по 17 ноября 2016 года, основное наказание Брагина смягчить до штрафа в размере 2 500 000 рублей. Меру пресечения оставить прежней по преступлению низ по обвинению в совершении преступления, предусмотренных частью 1 169 УК РФ, статьей 289 УК РФ Брагина Михаила Анатольевича оправдать за отсутствием его действий в состав преступления, признав за неправильную реабилитацию. Гражданский иск Солнцева о взыскании с Брагина ущерба, причиненного преступлением, оставить без удовлетворения, вещественные доказательства, контакт, диски и расписки о неделе, личное дело Брагина возвратить в ГСС, документы изъятые в ЛДПР, возвратить в ЛДПР, документы изъятые в ходе обыска Брагина, возвратить Брагину в договоры, изъятые в ООО «Севермедиа», возвратить в ООО «Севермедиа», арест наложенный постановлением Сыктывкарского суда на денежные средства в размере 77 033 доллара США, 190 евро, земельный участок. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке. Верховный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. Также судом вынесено частное постановление в адрес прокурора Республики Коми и руководителя Следственного управления Следственного комитета Республики Коми за допущенное нарушение уголовно-процессуального закона в уголовном деле в отношении Брагина. Приговор понятен вам, осужденный? Понятен. Что-то так ничего и не понял. Ну, я тоже. А? Ну, надо подавать апелляцию. Понятно, слушай.